Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 5 апреля. Это у нас пятница. Смотрим мы с вами все знаки зодиака от Овнов до Рыбок в одном видео. Формат сейчас будем смотреть, в каком формате. Это будут пасьянсы, это будут Таро, это будут кубики или оракул. А, еще Ленорман. 8 вариантов. Ну что, смотрим. Так, хорошо перемешиваем. И смотрим. Пасьян цыганский. Вчера был любимый мой, сегодня цыганский. Так. Знак есть. Все. Поехали, смотрим. 5 апреля, Овны. Сейчас я не буду вмещаться. Дерево. Дерево — это приглашение. Солнце — радость. Друзья. Смотрите, яблоко нельзя соединить, эта карта уже зафиксирована. Колодец. Колодец — это очень сильное разочарование. У вас, видите, в этот день от печали до радости. Корона. Общение с каким-то влиятельным человеком. Успех в делах. И обязательно проверяем горизонталь, вертикаль. Строго мы проверяем строго горизонталь, крайние карты. И строго вертикаль. Вот крайние карты. Письмо нельзя. Видите, эта карта зафиксирована, поэтому я не могу их соединить. Здесь нет, здесь нет, здесь нет. Опять же, лебедь нельзя соединить. Эта карта уже зафиксирована. Нет, и здесь нет. Получается, у вас 6 событий. Показывает первое событие. Будет приглашение в этот день, хорошее настроение, общение с друзьями, успех в делах, общение с каким-то очень влиятельным человеком и разочарование, печаль. Причину я так и не поняла. Этой печали вашей. Ну, показывает, что может кто-то или что-то вас может расстроить. Благодарю за внимание, Овны. Я перехожу дальше к тельцам. Следующие тельцы у нас идут. Смотрим тельцы. Так, тельцы. Колокольчик. Пустые разговоры. Книга. Казенный дом. Пустые разговоры в казенном доме. Сложный выбор. Весы. Новость нельзя. Видите, эта карта уже зафиксирована, поэтому соединять нельзя. Чемодан. Неприятность тоже нельзя, потому что, опять же, эта карта зафиксирована.
И здесь я не вижу совпадений. Смотрим строго горизонтали, строго вертикали. В произвольном порядке не соединяем периметр. Получается 4 события у вас. Пустые разговоры в этот день могут быть, сложный выбор, посещение госучреждения или какой-то контакт. Не обязательно, может быть, там звонок вам приходит из госучреждения. И временная разлука, расставание с кем-то, чемодан. Благодарю за внимание и перехожу дальше к близнецам. Так, близнецы. 5 апреля. 5 апреля. События дня для близнецов. Покажите мне. Пятница. Подарок. Шарики, хорошие новости. Прибыль, финансовые поступления. Тайная встреча. Тайное свидание. Болезнь. Флаг нельзя, карта зафиксирована. И бабочку тоже нельзя, обе карты зафиксированы. Неприятность. Неприятность, болезнь. Возможно, неприятность, связанная со здоровьем. Ну, здесь нет. Получается, у вас 6 событий. Значит, смотрите, первое событие – подарок. Но, опять же, это может быть какой-то презент, бонус, какая-то акция. То есть то, что вам достается даром. Новости, хорошие новости, финансовые поступления, тайная встреча. И из минуса ухудшение самочувствия, болезнь и неприятность. Но, опять же, неприятность может не касаться здоровья, это может быть какая-то другая неприятность. Так что, ну, в любом случае, это предупреждение для вас на пятницу. Благодарю за внимание, близнецы. И я перехожу дальше к ракам. Раки, 5 апреля. Покажите мне события дня. Приглашение. Слезы, яблоко. Рыба. Скользкое дело. Вот вам и причина для слез. Змея. Успех нельзя. Здесь не вижу.
Смотрим горизонтали. Нет, 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 нет. Вертикали. Нет, нет. Я не вижу горизонтали, вертикали. В произвольном порядке мы не соединяем периметр. Получается 4 события, раки. Первое событие показывает, что у вас может быть приглашение в этот день, куда-то вас позовут, пригласят. У вас может быть скользкое дело, кто-то заманивает вас в свои хитро расставленные сети. Поэтому это вот всегда предупреждение. Все заманчивые предложения, какие-то выгодные акции, купи 2/3 в подарок. Это все карта показывает, это все обман, это ловушка для вас. Слезы. Все может закончиться слезами. Ну и плюс еще змея выпадает, а змея это всегда кто-то, кто нас пытается обидеть, задеть, сказать что-то неприятное, в общем, ужалить нас. Так что тоже опять же минус. Хотя иногда змея может показывать человека по году рождения, змея может показывать медработника, например, там подружка работает в больнице, может также показывать еще характеристику, просто человек острый на язык. Скажем так, есть у вас в окружении, и у вас в этот день с ним будет общение, тоже выпадает змея. Так что тут вот по змее такая ситуация неоднозначная. Но рыба в любом случае предупреждение. Благодарю за внимание, раки. Перехожу я к левушкам. Смотрим львы. 5 апреля, львы. Месяц. Первое событие. Скользкое дело. Второе. Будильник. Третье событие. Ой, прям влетело. Казенный дом. 4. Ну и, конечно, проверяем горизонталь, вертикаль. Строго по горизонтали смотрим, совпадения нет. И строго по вертикали. Нет, нет, нет. Слезы вот есть по вертикали. Нет и нет. Значит так, получается 5 событий у вас. Первое событие – это месяц, показывает, что будет какое-то событие, которое повторяется постоянно. Каждые там 2 недели, каждый месяц, каждые 4, может быть, там 4, 5, 6 недель. То есть срок может быть разный. Вот казенный дом. Может быть, вы там раз в месяц ходите в налоговую, допустим, или куда-то там в банк что-то оплачивать. Вот эти карты могут вместе проиграться. Дальше будильник. Будильник предупреждает вас о том, что будет проблема со временем. Вы можете не успеть, например, в госучреждение. Так что правильно рассчитывайте время. И выпадает также скользкое дело, предупреждение. Могут быть какие-то махинации в этот день. И слезы, ваши слезы. Так что будьте начеку. У вас очень много предупреждений, львы. Благодарю за внимание. Перехожу я к девам. Смотрим девы. Пятое апреля, пятница. События дня девы.
Опять скользкое дело. Да что ж это такое? Эта рыба преследует прям всех. Решение вопроса, ножницы. Конфликт нельзя. Победа. Решение вопроса вашей победой. Колокольчик нельзя, дерево нельзя. Свидание или приятная встреча еще может быть второй вариант. По вертикали, смотрите, есть ссора, метла. Есть друг по вертикали. И есть интимная связь, кровать. Почти полностью ряд перешел. Так, значит, смотрим, сколько у вас получается. 3, 4, 5, 6, 7 событий. Значит, первое событие, сразу же предупреждение, скользкое дело. Будьте осторожны, вас могут заманивать в ловушку какие-то хитрые люди. Дальше у вас решится вопрос, будет победа, будет приятная встреча, общение с друзьями, возможно, это она есть. Может быть интимная связь, кровать, опять же, свидание, интимная связь тоже хорошее сочетание. И может быть ссора. Ну, ссора тут, скорее всего, с рыбой. Может быть, вы рассекретите этих людей, которые готовят ловушку, и поругаетесь с ними. Так что вот предупреждение для вас тоже есть. Девы на пятницу. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к весам. Весы. Пятое апреля. Смотрим весы. Колокольчик, солнышко, второе событие. Будильник. Горизонтали нет совпадения, проверяем вертикали. Смотрим, нет, нет, нет. Машина вот есть по вертикали. Дорога может быть у вас в пятницу куда-то. Дальше нет. И есть еще месяц по вертикали. Получается, смотрите, раз, два, три, четыре, пять событий. Первое событие показывает колокольчик. Колокольчик у нас это пустые разговоры, болтовня, поездка, хорошее настроение, радость, какая-то проблема со временем. Вот единственный минус у вас неправильно рассчитанное время, вы можете куда-то опаздывать. Особенно, например, если надо ехать к определенному времени, успеть приехать, то, ну, как бы, будильник говорит, лучше пораньше выезжать. И месяц показывает событие, которое постоянно с вами повторяется будет в этот день. Может быть, там 5 числа вы получаете зарплату, или там у вас, допустим, оплачиваете какие-то услуги в этот день, каждый месяц 5 числа. То есть это какое-то цикличное событие. Вот такая история для вас, весы. Благодарю за внимание и перехожу дальше к скорпионам.
Пеложки. 5 апреля. События дня для Скорпиона в пятницу. Кровать Скорпионы, первое событие. Колокольчик, пустые разговоры. Свидание. Тайная встреча. Корона. С каким-то важным влиятельным человеком, возможно, в тайне будете встречаться. Угу. Тут два варианта. Либо бабочка, либо подарок. Ну, я бабочку увидела, оставляю ее. Если вы увидели подарок, тогда подарок будет. Бабочка, деловой разговор, деловое общение, смотрите, с каким-то важным человеком. Нерешенный вопрос. Одни разговоры. Слезы. Ну, слезы — это переживания, могут быть очень сильные. Видимо, вы от этого разговора ждете чего-то большего. Ага, решиться. Ножницы выпали. Ну, хорошо. Отлично. Если выпадает цепь и ножницы, это означает, что нерешенный вопрос решится. Только знаете, как может быть, допустим, при разговоре он не решится, а решится чуть позже, вечером. Но все равно решится. Так. Ну, не вижу совпадений. Дерево нельзя. Получается, событий 8 у вас в пятницу. Ну, у вас знаете как, событий 8, но тут, получается, 4 показывают на одно событие. Просто описывает его в красках. Значит, что выпало? Пустые разговоры, нерешенный вопрос, деловой разговор, общение с влиятельным человеком. То есть, ну, тут очевидно. Идет какой-то разговор с этим человеком, вопрос не решается, пустая болтовня. Но карты говорят, позже решится. Все равно ножницы выпадают в конце дня. Все равно этот вопрос будет решен. Может быть также интимная связь в пятницу, могут быть слезы и может быть тайная встреча. Ну, слезы, возможно, из-за того, что, допустим, сразу не решается, из-за этого есть переживания. Ну, карты говорят, плакать не надо, слезы лить, все будет в свое время. Так что вот так, Скорпионы. Благодарю за внимание и перехожу дальше к Стрельцам. Стрельцы. 5 апреля. Пятница. События дня. Стрельцы. Новости вас ждут в пятницу. Не показывают больше ничего. Хорошие новости. И тут второй вариант мог быть еще конверт. Опять же, известие. Ну, конверт еще может показывать получение. Деньги.
конфликт, 2 меча. И солнышко, радость. Получается, значит, смотрите, в этот день у вас будет 3, 4, 5 событий в пятницу. В пятницу 5 событий. Первое показывает, что вы получите новость, и она будет, скорее всего, в электронном виде. Ну, то есть это может быть смс-ка, какая-то новость в телеграм-канале, где-то по телевизору что-то услышали. Дальше новость будет радостная. Возможно, это какая-то другая новость, это могут быть разные, потому что шарики часто нам кто-то передает информацию. Это точно будет радостная. И еще и выпадает карта хорошего настроения, солнца. Дальше у вас будут какие-то финансовые вопросы в этот день решаться в пятницу. Могут быть как покупки, так и расходы. Мешок не показывает, что деньги только приходят. Он может показывать, что деньги уходят. Поэтому могут быть покупки, расходы. И единственный минус, который выпал, это конфликт. Мечи. Острая ситуация. С кем-то можете поругаться в этот день. Вот это вот для вас предупреждение. Так что старайтесь избежать с кем-то скандала. Благодарю за внимание и перехожу дальше к козерогам. Пятое апреля. События дня для козерогов. Верность. Первое событие козерожки. Застолье. Бокал. Возможно, какое-то событие в паре. Госучреждение. 3 события могут показывать свадьбу. Верность, застолье, стол и ЗАГС. Ожидание, корабль. Конфликт. Конфликт из-за ожидания. Обман. Маска. Вас обманывают. Корону нельзя. И здесь нет. Простите, уже голос садится у меня. Так, получается, верность выпадает. Показывает, что все хорошо будет в паре. Возможно, будет какое-то событие в семье. Дальше застолье, посещение госучреждения, ожидание, конфликт и обман. Маска. Люди одевают на себя маски, прикидываются другими, в лицо улыбаются, за глаза что-то делают. Поэтому тут для вас, видите, предупреждение, обман. Возможно, обман откроется, и у вас будет конфликт с этими людьми. Так что вот так. Для вас тут 2 предупреждения на пятницу. Благодарю за внимание. Перехожу к Водолею. Пятое апреля. События дня для Водолея.
Обман. Маска. Любовь. Два сердца. Колокольчик. Болтовня. Конфликт. Опять же, может быть конфликт из-за обмана. Месяц. Колодец нельзя уже. Надежда. Домик опять же нельзя. Карта зафиксирована верхняя. Дорога. Деловая встреча. По вертикали есть. Свиток. Здесь нет. Значит, смотрим. 4, 5, 6, 7, 8 событий у вас показывает. Может быть. У вас могут быть... Все хорошо будет в личной жизни в этот день. Могут быть пустые разговоры, болтовня с кем-то, поездка, деловая встреча, надежда на что-то, события, которые повторяются, имеют какую-то цикличность, и предупреждение, обман и конфликт с кем-то. Может быть, эти события будут связаны, то есть конфликт будет из-за обмана, а может быть и нет. Так что будьте осторожны, водолеи. Благодарю за внимание и перехожу к рыбкам. Рыбки, 5 апреля. Смотрим, 5 апреля. Рыбы. События дня. Пятница, рыбки. Удача. Якорь. Второе событие. Верность. Третье. Надежда. Горизонтали нет, проверяем вертикали. Нет, 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 нет. Я не вижу совпадений. В произвольном порядке по периметру мы не соединяем. Да, вот как нам захочется. Можно только строго по вертикали, строго по горизонтали. Получается 4 события для вас. Нашла на пятницу. Показывает, что день будет для вас удачным. Удача выпала. У вас будут гармоничные отношения в паре. Будут какие-то надежды на этот день. Возможно, они благодаря удаче реализуются. И якорь показывает, что день будет такой, знаете, очень спокойный, статичный. Практически ничего происходить не будет. Ни хорошего особо, ни плохого. Да, по якорю, видите, событий нет. Как будто все стоит на месте. Как будто ваш корабль в этот день стоит на якоре. И ничего не происходит. Так что, вот такая информация для вас. Очень спокойный день. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.